Всем привет, меня зовут Анастасия, это канал о Турции и жизни в горной деревне. Сегодня у нас будет третья часть продолжения нашего отпуска в Анталии. Сегодня я вам покажу замечательные места, которые вы должны обязательно побывать. Кто не видел первую и вторую часть, обязательно посмотрите, так вам будет уже более понятно. На четвертый день, прям с утра, муж повез нас на знаменитый водопад. Их вообще есть два, многие об этом не знают, и они оба называются Düdem Şelalesi. Но есть только отличие. Один называется верхний, другой называется нижний. На сегодняшний день мы поехали только на нижний. Пришли в Düdem водопад. Вот такая вот красота. Впадина идет прямо в море. Девчонки, страшненько, конечно. Тут везде заборчики стоят. Где река падает со скал прямо в море. В древности эта река снабжала водой весь античный город Перге. Таких мест на планете очень мало, чтобы водопад впадал прямо в море. Завораживающе, конечно, это все, девчонки. Вокруг этого водопада и по сей день сохранились мифы и легенды о том, что здесь есть богатство и большое плодородие в этом регионе. Этот водопад считается визитной карточкой Анталии, где его рисунок можно встретить на многих пригласительных, либо каких-то открытках. А вдоль этого побережья очень красиво, очень ухоженно, есть зоны для пикников, отдыха с семьями и даже экскурсии на лодках. Кстати, высота этого водопада составляет 40 метров. Погулявши на воздухе, мы, конечно же, с детками проголодались, где муж наш не стал раскошеливаться и привез нас в местную забегаловку, где собираются только одни мужчины. Да, вы не ослышались, в Турции есть кафе, где собираются исключительно только мужчины. Они там играют в игры, сплетничают, попивают чайку и делают какие-то перекусы. Забрели в мужское кафе, девчонки. Здесь одни старики и сидят только одни мужики. Утра. На пятый день, также с самого утра, мы собрались и поехали на верхний Düdem Şelalesi водопад, о котором туристы практически ничего не знают. Уточки здесь крякают, беленькие. Да? Ступеньки интересные. Нам надо будет спуститься потом туда вниз. Biz yanlış girdik. Главное не свалиться по этим ступенькам. Надо пройти через этот мостик в ту сторону. Короче, девчонки, спускаемся вниз. Все еще спускаемся. Зона для пикника тоже здесь есть. Пойдем вниз. Сейчас пойдем еще дальше. Девчонки, это потрясающе красиво. Это просто потрясающее место. Я реально думала, что я попала в рай. Девчонки, идем на мостик. Обалденная тут водичка. О боже, это потрясающе.
другая сторона. Вот такие пещерки тут ясные. Девочки, это обалденно красиво. Здесь так вкусно пахнет. Сейчас будет сам перед водопадом, в общем, начало его. Ой, здесь летучие мыши. И чекирда. Девчонки, это очень красиво. Просто не передать словами. Вот еще пещера уже поглубже, где можно полазить и пофоткаться. А здесь у нас уже конец и начало водопада. Это обалденно красиво. Будете в Анталии, обязательно посетите это место. А еще это место называют водопадом Александра Македонского, так как он именно здесь водил и поил своих лошадей во время длинных походов. Мы решили зайти в пещерку. Жутковато, конечно, но хочется. Запашок здесь, конечно, и воздуха прям начинает не хватать. Скалолазы, конечно, это герои. Пещера довольно-таки глубокая. Здесь она заканчивается. Нет, не заканчивается, еще выше есть. У моего мужа высоту боится, у него прям все трясется. Высота этого водопада составляет 20 метров. Мы все продолжаем лазить. Темнотища. Это очень красиво. Такая вот есть дырочка, но там нужно летом ходить, потому что здесь все мокро. Слушай, заперлись. Очень мокро, конечно, здесь, но терпимо. Девчонки, это очень красиво. Уточки, уточки, такие чистые, такие красивые уточки. Девчонки, чтобы подниматься, тут очень много лестниц. Они все идут в скалы, все идут наверх. Ой, короче, нужно железное здоровье иметь, но никак не мои легкие. Здесь есть ресторанчик, где можно посидеть, похрямкать что-нибудь. Здесь такой ресторанчик, который идет к выходу. Если ты сюда зашел, ты уже к водопаду не выходишь, уже идешь прямой к выходу. Это нужно водопад обойти весь, а потом только сюда. Вот такой ресторан на воде с этого же водопада. Сидеть здесь, устроить романтик, это вообще прекрасное дело, обалденное. Вон там даже люди. Вода этого водопада проходит очень сложный путь. Исчезает она в картовых провалах, затем вновь образует мощный поток. И вот здесь такой, короче, выход. На 6-й день мы поехали уже на 3-й водопад. Не менее знаменитый, называется он Манавгат-Шеляле. Здесь оплачиваешь вход, сумма совсем незначительная.
И по билетику здесь уже проходишь. Зона для отдыха здесь. Здесь такие попугайчики. И вот основная смотровая площадка. Кто-то уже там танцует. Рыбки такие из дерева сделанные, из деревяшек. И туда это все идет. И тоже очень красивое живописное место, где водопад составляет 3-5 метров. Девчонки пока не танцуют, короче, я как будто бы делаю фотографию. Такие они интересные. А в Османскую империю это было очень важное место для путешествий и остановок караванов. У этого замечательного места есть тоже своя легенда, как типа Ромео и Джульетта, о молодой парочке влюбленной, которым было запрещено любить. Тоже из дерева сделаны конечки морские. Там еще можно погулять подальше, сейчас сходим. Там тоже как маленькие водопадики, но их прям совсем не видно отсюда. И входа нету там никакого. Но тоже красиво. И тогда они поклялись друг другу, что они обязательно встретятся именно на том месте, где вода не перестанет течь. Цена фотографии с попугайчиком 250 лир. И теперь это место считается символом вечной любви. И до сих пор жители верят, что, искупавшись в этом водопаде, либо произвести омовение, то у вас будет хорошее здоровье и много удачи. Ближе к вечеру мы с мужем решили посетить Калейджи. Он находится прямо в самом центре города. И пока мы искали место, чтобы припарковать где-то машину, вообще с парковкой в Турции это большая проблема. Либо парковки переполненные, которых в принципе там очень мало на численность населения, либо вдоль дороги где-то припаркуешься, то там тебя обязательно оштрафуют. В общем, это отдельная история. Пока мы искали парковку, мы с мужем потерялись и пошли уже в Калейджи совершенно с противоположного входа, не с самого центрального. Здесь очень оживленно, прям очень много народу, но очень красиво, девчонки, здесь прям погулять. Sí. Где наткнулись на самую главную красоту. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Yanımda geziyorsun.
К этому месту с главного входа мы должны были подниматься, так как мы пришли с другой стороны, нам пришлось, в общем, вниз спускаться. Так, здесь что у нас? Типа парка просто, наверное. Красота, конечно, обалденная. Это старый город Анталии, где сохранились османские архитектура и древние мечети. Чуть дальше в этом видео мы обязательно с вами ее посетим. Кстати, жителям этого городочка ни в коем случае нельзя менять ни цвета, ни реконструировать без соглашения государства. В общем, все должно остаться в античном виде, так как оно есть. Мы были вон на той вышине. Здесь можно поближе посмотреть. Море вообще обалденное. Это одна из главных достопримечательностей города. Здесь сохранились следы римской, византийской и османской архитектуры. А здесь уже внизу всякие туры, в общем, на яхтах, на пароходах. Sıhhat kullanıyor. Nasıl geçtik? Burası da çıkış var. А уже при выходе, когда мы выходили, вернее, если посмотреть с главного входа, то при входе там начинается античный интересный базарчик. С такими лавками интересными, которые я просто обожаю. Ой, девчонки, опять я попала в свой рай. Рай специй всяких. Смотрите, какая красота, как это все пахнет. Дома нету луком. И сейчас мы с вами посетим ту самую античную мечеть Османской империи, где одна из первых была канализация. Нужно снимать обувь обязательно на улице. Если повезет, их не украдут. Osmanlı dönemden mi bu? Kanalizasyon. Канализацион bu eski. Старая канализация. Самая первая. Это место, где читает молитвы священник. Аура здесь очень-очень спокойная, очень приятная. Хочется прямо здесь оставаться. Это микрофон знаменитый. Потрясающая аура. Муж мой решил посидеть, подумать о жизни.
И там же все по пути мы наткнулись на врата Адриана. Триумфальная арка в честь визита императора Адриана. Этот же как обезьяна залез. Хрен знает куда, блин. Охранник смотрит на нас. Вообще с детьми это отдых, не отдых. Gel. Hello. Hay muhteşem burası, gel Камале. Камале, gel. Тоже есть своя маленькая. Да ёшкин кот, а. Вот надо моей курочке именно сейчас нестись тогда, когда я снимаю видео. До этого у нас здесь тишина, пока я не приду. А уже на следующий день мы с семьей решили возвращаться домой в Измир, так как у нас началась школа. Что хочу отметить. В Турции есть 3 вида дорог. Первая – это бесплатная дорога, она немножечко дальше и не настолько прямая и красивая. Есть вторая дорога, она платная, но цена там очень-очень умеренная. И есть третья дорога. Это навигация, это которая навигация постоянно вас будет направлять на эту платную дорогу. Там цены завышенные. В гостях, конечно, хорошо, но дома лучше. В Анталии погода была жаркой, мы ходили в летних маечках с коротким рукавом, и как только мы подъехали на машине к границе нашего Эгейского побережья, у нас встретил неимоверный дождь, ураган, и, короче, с лета мы приехали сразу в зиму. Не успели мы открыть калитку, как наши собачки начали прыгать, радоваться, в общем, скучали по нам. Вот, наконец-то мы уже дома. Этот бедный ребенок скучал бедный ребенок здесь, аж ей плохо, она прям заскулила вся. Если вам было полезно это видео, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь с ним с друзьями. Так вы поможете каналу развиваться. И обязательно оставьте свой комментарий, потому что ваше мнение для меня очень важно.